حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة غكورة غدوك. Какое имеете право вы делать выводы о деятельности муфтия Ингушетии, когда ни один из вас не был в республике, не спросил ни у депутатов, по своей ли воле они явились на кадият, ни у кадията, оказывал ли он какое-нибудь давление на депутатов, ни у муфтия, имеет ли он что-нибудь против власти? Почему нельзя было принять приглашение муфтия республики и провести заседание на территории республики? Вопросы, касающиеся которых вы собирались обсудить. Разве это не было бы правильно? Почему бы вам не поговорить со всем муфтиятом республики в целом, а не с одним муфтием, чтобы узнать мнение всего духовного центра Ингушетии? Или вы, как и другие ветви федеральной исполнительной власти, расположенной в Пятигорске, считаете, что к вам необходимо являться по первому же вашему зову? Нам кажется, что вы оторвались от простого народа, вы далеки от нужд и чаяний своих народов. А ваши упреки в том, что Иса Хамхоев проявил неуважение к вам, не явившись в Пятигорск, нарушил нравственные принципы религии и вековые традиции горцев, отвечаем. Какие легкомысленные выводы делаете вы, люди, которым должно быть свойственно по определению принимать трезвые и взвешенные решения? Насколько мы знаем, с того самого момента, как взорвавшийся глава нашей республики, который потерял чувство реальности, заявил о том, что он, муфтий республики Ингушетия, не признает и создает духовное управление при себе любимом, разве не вы перестали приглашать нашего муфтия на свои заседания? Муфтий выбирал народ, мусульманскую уму республики, а не назначала власть. Но для вас оказалось достаточно незаконного, антиконституционного решения местной власти, чтобы отвернуться от своего брата-мусульманина, от своего единоверца, наконец, в угоду исполнительной власти. Имеете ли вы моральное право упрекать своего товарища в нечестности, когда сами являетесь образчиками нечестности? Ингушский народ уважает и чтит свой муфтият и своего муфтия. Ингушский народ поддерживает и будет поддерживать муфтият, который является плотью от плоти своего народа. Стоит на страже интересов своего народа, ведет работу по нравственному очищению нашего общества от разных властных чинуш и лживых проходимцев. Достойно сожаления то, что Координационный центр мусульман Северного Кавказа принял подобные неизвешенные решения. Тем хуже для центра. Муфтий Ингушетии от этого не убудет. Он служит Аллаху и своему народу. Вам бы тоже не мешало обратить свои лица к народу, пока, похоже, ваши взоры устремлены только в сторону власти, что вызывает сожаление. Совет тейпов ингушского народа.